Скажите, как вы думаете, цель оправдывается? И что? Что у нас тут? Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 16 января 23 года, 21:00 по Берлину, 23 по Джахару. Друзья, приветствую вас. Стрим у нас в ТикТок и в YouTube. Призываю ставить лайки, писать ваши комментарии и распространять ссылку на наш сегодняшний стрим. Друзья, приветствую всех, приветствую Хамзата, Мадину, Ядерский, Ваха Йорка, Георгий К, Хамзата, Илеса, Адама, Анархиста и Довель. Всех вас, друзья, приветствую, рад вам. Георгий, когда вы пишете по-чеченски нам приветствие, это особенно приятно, когда человек, который не чеченец, пишет нам на нашем языке. Спасибо большое. Витаю вас. Так, Питер Вольф, Заур, алейкум салам, друзья, приветствую вас. Всех заходите, собирайтесь. Давайте поговорим о насущных темах, обсудим проблемы сегодняшние. Я свой стрим назвал ФСБшный террор в Украине и геноцид в Чечении. Как мы знаем, террор в Украине, террористы совершают террористические акты, пытаются запугать украинское население. Но я полагаю, им это не удастся. И последние события, вот нанесение удара по мирным людям, по жилому дому в Днепре, где погибли уже, сообщается, 30 человек, десятки ранены, там около 70-80 человек раненых. И это большая трагедия. Хотя, конечно же, идет война, страшная война, жестокая война. Война такая, которая может просто даже не нужно, наверное, говорить, что это страшная, что это жестокая война. Все войны жестокие и страшные, но особенно она жестокая, когда она и без каких-либо правил, когда она ведется фашистской Россией. Я, как человек, который всю свою сознательную жизнь испытывал на себе все прелести русского мира, могу это засвидетельствовать в любом суде, перед кем угодно. И русские террористы, которые сейчас окончательно захватили власть, сейчас находятся у власти, и в 1999 году окончательно ворвались к власти, да, было такое время, когда немножко я, уже 40 человек погибших, выражаю, Елена, свои искренние соболезнования всем родным и близким, всей Украине. Это, да, большая трагедия. Большая трагедия. В 99 году, ну, чуть-чуть раньше мы вернемся, да, я немножко хотел сделать предысторию, предисловие сделать такое. Когда после смерти Андропова верный сталинец Горбачев пришел к власти, ситуация в фашистской России была, в фашистском Советском Союзе была отвратительной, экономика была на издохе, и советы, которые сажали в психушку людей за то, что вам не нравится советская власть, и убивали людей, превращали этих людей в овощи, превращали этих людей в сумасшедших, укалывая их разными транквилизаторами, разными успокоительными. Только лишь за то, что вы могли сказать что-то, что вам не нравится. И вот я хочу прийти к тому, были ли основания у этих людей. Одна из них, Новодворская, которая тоже побывала в психушке, там побывало тысячи, десятки тысяч людей, советских граждан, которые не соглашались верить в эту ложь. Так вот, после смерти Андропова пришел сталинист. И Андропов был сталинист, и Горбачев был сталинист. Об этом пишет Абдурахман Авторханов в своих книгах. Понимая, что им как-то нужно выходить из этой ситуации, совок
трещал по швам, люди не верили, никто не верил ни в коммунизм, ни в социализм, ни вообще в эту власть. Народ жил где-то отдельно, где-то там копошился, власть делала вид, что у них есть какая-то там идеология какая-то, и народ делал вид, что он верит в эту идеологию, светлое будущее, коммунизм, хотя никто в это уже не верил. Анекдоты были, это был вообще такой яркий показатель того, что Советский Союз катится к закату, хотя за анекдоты еще при Сталине давали сроки, но люди все равно уже открыто, даже уже за это не давали сроки, но открыто уже смеялись над своей властью, над своей страной и так далее. И тогда Горбачев, КГБ, сталинисты в лице Горбачева и других террористов начали пытаться, они не справлялись с войной в Афганистане, это был один из важных факторов, и они решили изменить свою страну и с колхозной экономики перейти на рыночную экономику. Для этого им нужно было всего лишь ничего. Просто упасть на колени перед англосаксами и слезно попросить. А это для них не составляет никакого труда. И когда перед ними не падают на колени и не просят их слезно, они очень удивляются. Они могут изображать из себя каких-то новых дворян, каких-то голубых кровей, сильных личностей. На самом деле это обычные гибнюки, обычные беспринципные сволочи, которые абсолютно спокойно могут менять свои взгляды, никакой доктрины, никаких принципов у этих людей нет. И вот таким образом они вышли из Афганистана, разрушили, так сказать, отпустили ГДР, разрушили Берлинскую стену. И таким образом Горбачев стал уважаемым, принимаемым. Ему дали, смешно, конечно, может показаться кому-то, да? Но это абсолютно не смешно. Ему дали Нобелевскую премию мира. Теперь, когда дали ее Муратову, хотя меня это редактору «Новой газеты», ну, конечно же, она незаслуженно там и так далее, но, видимо, Нобелевская премия мира это такая же премия, как какая-нибудь там от Красного Октября или какой-нибудь коммунистки, журнала какого-нибудь коммунистки. И затем нужно было перейти уже, помните передачу «Прожектор перестройки», когда гласность появилась, свобода слова, и было более-менее относительно нормально. Это такой период был не то чтобы свободы, да, хотя можно это назвать свободой, это глоток свободы. Успели вырваться из этих цепких ГБшных лап страны Балтии, с чем я их поздравляю. Слава Богу, руку к этому приложил наш великий Джохар Дудаев, и им удалось вырваться, и я горд, что наш президент, потом который станет нашим президентом, приложил усилия для того, чтобы эти страны получили свободу с минимальной кровью и вообще, чтобы они смогли вырваться. И я могу сказать, что эти страны, и Латвия, и Литва, и Эстония, всегда относились к нам трепетно, хотя мы абсолютно разные народы, абсолютно не было никакой связи. И вот мне кажется, именно после этого, после того, что Джохар Дудаев не выполнил приказ и не стал топить в крови, эти народы до сих пор нам благодарны, и до сих пор мы видим помощь от них. И эта помощь бесценна, которую они нам оказывают. И эта помощь будет нам видна, ощутима, осязаема, когда мы получим свою независимость, когда мы будем свободными. Эти страны очень много сделали и в правовом, в юридическом смысле, и я думаю, еще сделают для нас. Всем спасибо. Так вот, затем пришел Советский Союз, развалился, в каждой советской республике
которой удалось оставить своих КГБшников у власти, остались КГБшники у власти. В Украине осталось КГБ УССР, в Грузии остался Шеварднадзе, в Азербайджане остался Алиев, в Казахстане остался Назарбаев, в азиатских странах то же самое произошло. Все гибнюки остались при власти. Но они заползли под корягу. Но не с целью просто спастись. Они все это время захватывали имущество, которое наши отцы и деды на протяжении 75 лет вот этого совкового рабства накапливали, так как мы не имели никакой собственности, и все, что мы накапливалось, принадлежало, все, что мы зарабатывали, весь труд, который вкладывался, хотя труд, конечно, был не скажем, не стопроцентный, прямо скажем, но что делалось, то делалось. И в итоге вот это все захватили КГБшники. Такой комсомольский вожак, как Ходорковский, другие КГБшные агенты, которые навеки, если они уже есть их агенты, они навеки остаются их агентами. Они поделили нашу собственность, генералы, разные там полковники, чиновники, прибрали это все к власти. Для этого был поставлен Ельцин, который полетел в Америку. В Америке, в Сенате США он сказал ту знаменитую фразу «Господи, благослови Америку». И что он сказал, что биологическое, бактериологическое, разное другое оружие мы готовы уничтожить. И он запугал американцев. Ну, или запугал, или просто он это сказал. Американцы сделали вид, что испугались. И, видимо, может, были не готовы, или были готовы, но их это устраивало. Это уже такие спорные моменты. Но факт остается в том, что Ельцин стал принимаем, уважаем. Россию включили во всевозможные международные институты, и все было замечательно, хотя Россия, Советский Союз, КГБшная террористическая банда нисколько не изменилась, она только немножко заползла под корягу и занималась переделом вот этой собственности, советской собственности, которой набралось очень-очень много. Ее так много было, что на протяжении вот последних 30 лет ее грабят, и никак разграбить не могут. Вот так много было и недр, и собственности, и всего остального. Но, несмотря на это, Ельцин пошел войной. Война была развязана в Ингушетии, опять же, в Северной Осетии, между северными осетинами и ингушами. Точнее, между русской бандармией и геноцид ингушей. Ингуши там фактически ничего не могли. И чеченцы ходили туда помогать, и помогали. Много чеченцев сражалось там. Но фактически ничего нельзя было сделать, потому что армия российская была мощнее. И удалось несколько спасти уже после того геноцида. Пока люди собрались, пока все организовались, то, что успели русские террористы сделать, то сделали. Это было сделано, убийство ингушских женщин и детей было сделано для того, чтобы втянуть Джохара Дудаева в эту войну. Если он не втянется, обвинить его в том, что он не помог братьям ингушам и так далее, и так далее. Приходили ингушские старики, просили Джохара Дудаева помочь. Джохар Дудаев публично говорил, что он не может помочь, что это Россия, что это нас не касается и так далее, а конфиденциально посылал своих бойцов для того, чтобы оказывали помощь ингушам. Затем, уже поняв, что не получится, русские террористы использовали, конечно, все это время Завгаевщину, Хасбулатовщину, Гантемировщину и другую вщину, которая всячески пыталась расшатать власть Джохара Дудаева. Использовались полезные идиоты, как сейчас они используются, как везде это было. И после этого уже они послали свои танки 26 ноября 1994 года с так называемой оппозицией. Это коллаборанты и предатели, которые набрали людей, реально оппонентов Джохара Дудаева. Люди некоторым не нравилось, как управляет Джохар Дудаев. Про Джохара Дудаева рассказывали, что он агент, он заслан Россией и так далее, и так далее. Но когда 26 ноября
на голову была разбита Кантемировская дивизия, которой командовал Севастьянов, начальник УФСБ по Московской области. И русских солдат достали из танков и предъявили миру. Тогда у Джохара Дудаева рейтинг вырос. Чеченцы поняли, что Джохара оболгали, пытались оболгать все это время. И поняли, кто является на самом деле заступником чеченского народа, чеченской государственности, а кто является врагом. И поняв, что эта операция у них провалилась, русские террористы обрушились на нас с новой силой. Все это время Руслан Хасбулатов, который тогда был чуть ли не вторым лицом в Советском Союзе, устраивал репрессии против чеченцев. Хасбулатов пытался оставить чеченское государство в составе фашистского Советского Союза, потом фашистской так называемой Российской Федерации. И все это время нас называли бандитами, террористами, про нас снимали фильмы, про нас писали книги, что мы террористы, что мы бандиты, что чеченская бандитская группировка. Все это, конечно же, бандиты были, я это не отрицаю, конечно же, были, как и все другие группировки, но управлялись они террористами, русские бандиты управлялись ФСБшниками, а чеченские бандиты, кто-то был реально, работал на КГБ, кто-то был просто бандитом по душе, так сказать, так от души. Но это был такой мизер среди чеченского общества. Это были десятки, может, человек из всего миллионного или полуторамиллионного чечено-ингушского народа, что, ну, как бы нельзя было сказать, что они какой-то большой процент имеют в этом. Конечно же, вклад какой-то они свой именно в этот криминальный мир вносили. И в итоге русские террористы на нас напали. То зло, которое они нам принесли, вот это было уже открытое вторжение. Все это время до 1994 года эти три трагических, можно сказать, таких еле-еле без войны проходящих года нашей независимости, первые 3 года независимости, за это время постоянно происходили покушения на Джохара Дудаева, та же Завгаевщина, есть такой Саидмагомед Какиев, еще живой, наркоман, употребляет очень сильно героин. И эти люди, этот человек стрелял из гранатомета, тогда он получил ранение глаза, ранение руки и так далее, и так далее. И вот эта Завгаевщина прибегала ко всем террористическим методам. Завгаевщина — это КГБшная агентура, которая прибегала к этим методам. И они развязали эту войну. Кстати, чуть-чуть отвлекаясь от темы, Завгаевщина сейчас рвется к власти вместе с некоторыми там другими представляющими себя якобы ичкерийцами, которые хотят сместить кадыровщину для того, чтобы захватить власть. О чеченском народе никто не думает. Думает о том, чтобы не ответить перед чеченским народом за те преступления, которые они совершили против чеченского народа. Ну и, конечно же, захватить власть. И это деньги, которые, это их бог. Ради этого они живут. И вот, возвращаясь к теме, русские террористы, устраивали террор против чеченского государства, чеченского народа. И так продолжалось до тех пор, пока Первая русско-чеченская война не закончилась, мы их побили. Затем это началось с новой силой, уже на территории Чеченской Республики, засылались агентура и так далее, и так далее. И в 1998 году директором ФСБ стал Путин вместе с Патрушевым, которые активно начали вербовать чеченцев, новую поросль агентуры. Чеченцев особо вербовать не любили, потому что это, скажем так, очень ответственное дело. И чеченцы не считались у русских террористов благонадежными в этом плане, что это очень хорошо было. Но, к сожалению, вот они посчитали, что нужно вербовать, и кого-то им удалось завербовать. И началась вот новая фаза геноцида с взрывов домов 1999 года.
я подхожу к тому, что сейчас произошло в Днепре. И русские террористы взорвали свои дома. Один дом был взорван, первый дом был взорван в Буйнакске, это Дагестан, где дом был взорван с семьями военнослужащих. И тогда как раз Басаев вместе с добровольцами провел спасательную операцию в Чобан-Махи и Карамахи, где помог пробить коридор и вывести женщин и детей из этих сел, которые ранее террорист Степашин разрешил установить якобы шариат, то есть там не продавалась водка и не было участкового. И после этого эти два села окружили, свои же российские села, так называемые свои российские, и начали их просто уничтожать. Те попросили помощи, чеченцы пришли на помощь, и после этого чеченцы не пошли дальше, нападения на фашистскую Россию не было никакого, мир это знал, казусом белли это не являлось поводом к войне. И тогда русские террористы прибегли к плану Б. Это лично Патрушев, Николай Патрушев за этим стоял. Они взорвали дом Буйнакский, где проживали, заметьте, семьи военнослужащих. Те самые военнослужащие, которые потом пойдут чеченцев топить в крови. Обратите внимание, дагестанские военнослужащие, их семьи взорвали. И никого это не смутило, хотя было выявлено, задержаны ФСБшники, вот я подойду и к этому сейчас. Затем, для того, чтобы связать с Шамилем Басаевым, с чеченцами, был взорван дом в Буйнакске, 64, по-моему, человека тогда погибло, в основном женщины и дети. Затем были взорваны два дома в Москве, на Каширке и в Печатниках. Затем дом был взорван, это делалось в Москве, это делалось для того, чтобы привлечь максимально внимание, для максимального резонанса, для того, чтобы в Москве много журналистов иностранных, в Москве живут много людей. И затем был взорван дом в Волгодонске, в 16 километрах от Ростовской атомной электростанции. И тогда на Западе агенты или просто мерзавцы и подонки, которые посчитали, что можно закрыть глаза на то, что произошло, что да, это угроза для нас, и пускай решают свою внутреннюю проблему с чеченским народом. И это было сделано показать, что вот атомная электростанция, смотрите, если чеченцы взрывают дом в 15-16 километрах от атомной электростанции, то какой труд им составит взорвать атомную электростанцию. Это Ростовская атомная электростанция, самая большая, находящаяся российская, которая находится ближе всего к границам Европы. Затем была попытка взрыва, говорят, еще один дом пытались взорвать в Москве, это как-то быстро удалось спрятать, об этом очень мало информации. И потом была попытка взрыва дома в Рязани, где двое мужчин и одна женщина, один из террористов очень похож на Гиркина, а один террорист похож на Бородая очень сильно. Вот эти два дружка бывших, сейчас они разругались, но вот очень похожи они были вот на этих, по фотороботам, вот эти террористы были похожи на них. И после этого именно в Рязани пытались взорвать, тогда задержали этих террористов, и вышел Николай Патрушев и сказал, что это были учения, там взрывчатки не было, это был сахар, там, и так далее, и так далее. То есть, что повода возбуждать уголовное дело по статье терроризм нет никакого основания, а в первый же день было местным УФСБ, местным МВД по Рязани было возбуждено дело по статье именно терроризм, потому что до этого уже было взорвано 4 дома. И фактически Патрушев сказал то, что сейчас недавно, вот если вы обратили внимание, сказал, что Россия напала на Украину, чтобы предотвратить нападение на Россию. И вот фактически он сейчас уже начал готовить для себя там, юридические отходы, отходные пути себе начал искать.
Дело в том, что взрывая метро, взрывая автобусы, взрывая поезда, все это было на территории Российской фашистской Федерации. Люди не так сильно пугались в России. Но когда вы живете в своем доме, и ваш дом, когда вы спите, дом взлетает на воздух вместе со всеми, кто в этом доме находится, это касается каждого. Это касается каждого. Дома, жилые дома, были выбраны для того, чтобы испугать всех, чтобы коснулось всех. У каждого есть дом, у каждого есть кровать, и каждый ночью спит. И нужно было взорвать людей у себя дома. И именно придерживаясь этой же версии, так как тогда им это удалось, я свидетель этому, тогда была такая паника в России. Люди очень сильно испугались, очень сильно. И сейчас, нацелив ракету целенаправленно на жилой дом, взорвав украинский дом, таким образом украинцев хотят напугать. Всех украинцев, всех, у кого есть дом, всех, кто живет в этих, квартирный дом имеется в виду, и что это очень может быть страшно для каждого. Потому что если наносятся удары по каким-то там электростанциям, людей оставляют там без отопления, без света, это не так страшно. Это можно пережить. Это даже не страшно. Это даже иногда весело. Да, ты какие-то трудности испытываешь, да, для взрослых, для стариков, это для там, больных, инвалидов, это очень трудно. А для здорового человека, ну, это практически не проблема. Когда есть соседи, когда есть у тебя все под рукой, там, тем более такая помощь, которая оказывается в Украине, это очень помогает. И даже это морально тебя поднимает. Тем более успехи на фронте, тем более бьют каждый день. Я вам расскажу, сегодня потери около 800 террористов уничтожено, вошедших на территорию Украины. И целенаправленно был удар нанесен по жилому дому. Ну так как по жилому дому, когда наносится удар, весь мир знает, что за взрывами домов в 1999 году стоял Николай Патрушев. И что это очень сильно напоминает картинка разрушенного целого подъезда в Днепре, очень сильно напоминает картинку разрушенного дома в Печатниках, которая была на всех обложках всех журналов, всех СМИ, всех газет и журналов. И это очень сильно напоминает. И как бы сразу же это может привести нас к старому, дряхлеющему русскому Фредди Крюгеру Николаю Патрушеву. Для этого делается вброс, что это какая-то ракета сбила. Обратите внимание, кто делает вброс, кому делает этот вброс. Гиркин, террорист Гиркин, которого я только что упоминал, который очень похож на фоторобот, который был замечен при попытке подрыва дома в Рязани, воевал вместе с Фейкиным в Боснии под командованием военного преступника Радка Младича, того самого Радка Младича, которого судили в Гааге. И его дружок, товарищ Арестович, рассказывает, что это было сделано случайно, так как украинское ПВО сбило с курса ракету и так далее. Потом, правда, говорят, сказал, что типа он там был уставший, там оговорился там и так далее, и так далее. Но я даже не представляю, не имея никакой информации по этому поводу, ни одни средства массовой информации об этом, ни одни украинские государственные структуры об этом не сообщили. Я вчера читал на чеченском языке, о чем я делал видео отдельно, о том, что Генеральный штаб сообщает, что у себя в Facebook,
что они не пытались даже сбить, так как у них нету средств сбивать такие ракеты, 950-килограммовые Х-22 эти ракеты, что их сбивать очень трудно, и у них нет такой возможности. И даже если бы это произошло, даже если бы украинцы так сделали, зачем Арестовичу об этом говорить? Не вижу никакого просто смысла. Если этот человек, да, если это произошло, это трагедия, пытались там сделать. И этого не произошло, я уверен на 110%. Этого никто не пытался сбить. Она попала туда, куда ее направили. Террористы в лице Патрушева, в лице там Гибнюков, там, которые отправляли ее там с России. Но я просто как хочу логически просто понять, зачем человек, который выступает за Украину, не имея пока официальной версии, фактически такой страшный террористический акт возлагать на свою армию. Зачем? Даже если этого произошло. Дождаться, пока это скажут сами, да, принесут извинения, еще и так далее, и так далее. Но это было сделано для того, видимо, поступил сигнал, нужно сказать так-то, так-то. Ты должен вывести под удар. И червячок у украинцев в голове должен был остаться. И, возможно, у некоторых он останется. Значит, это все-таки были не русские. Пройдет еще много лет, когда русские нам будут доказывать, что это не они сбили, этот дом взорвали. А вот что, вот помните, сказал Арестович. Ну сказал ведь, ну проговорился же, ну признался же. Вот так это все будет преподноситься. И для мира и Запада показать. Но это же не мы, смотрите, но сам же Арестович сказал. А потом уже, когда говорит Генеральный штаб, это получается как оправдание какое-то. Вот как это выглядело. Но я убежден, что это делалось для того, чтобы как в 99 году запугать русских, россиянцев, также запугать украинцев нужно было взорвать именно жилой дом. Потому что именно Патрушев курирует эту войну. Именно Патрушев является вдохновителем этой войны. Как он являлся вдохновителем вот, Второй русско-чеченской войны, взорвав вот эти своих же граждан. И очень похоже все, вот именно кто стоит за войной против нас и кто стоит за войной против Украины. И методы одинаковые. И вот для этого это делалось. И вброс этот был сделан для того, чтобы... Причем делается вброс Фейкину. Представьте. Фейкину, тому самому Фейкину, который служил вместе с Гиркиным в Боснии, устраивали геноцид боснийского народа, боснийских мусульман. Для того, чтобы сейчас выступать на стороне... Сейчас Фейкин выступает якобы на стороне Украины. Знаете, когда Джохар Дудаев говорил, я говорю на русском, поэтому больше всего я, конечно, обращаюсь к украинцам сейчас. Когда Джохар Дудаев говорил, что после Чечни будет война, в Крыму будет бойня, украинцы и русские на непримиримых позициях сойдутся в бою, зная, кто такие украинцы. Джохар служил со всеми и знал всех, был хорошим психологом, очень умным человеком. И знал вообще историю, служил самой Украине, знал историю Украины и так далее. Он знал, что украинцы просто так сдаваться не будут. И говорил, что на непримиримых позициях сойдутся. И тогда он призывал весь мир остановить геноцид чеченского народа. Он был потрясен и шокирован, военный, всю жизнь бывший военный человек, был потрясен и шокирован тем ужасом, который русские террористы творили на чеченской земле. Он ненавидел летчиков, он сам был летчиком, он ненавидел этих летчиков. Он не бомбил афганские города, и его отозвали оттуда за то, что он не попадал в цели, или если он вообще вылетал, конечно. Потому что афганцы говорят, что он предупреждал, когда вылетали самолеты с территории там, для бомбардировки, он предупреждал, Джохар Дудаев предупреждал афганцев. И он ненавидел летчиков и тех, кто бомбит. Самыми мерзкими и самыми подонками он их называл и считал. И мы будем их привлекать к ответственности. И слава Богу, что украинцы сейчас сбивают, и сбили огромное количество. Сейчас мы дойдем
и до этого количества этих летчиков, которые бомбили нас, которые бомбили сирийцев, которые бомбили и Грузию. И вот когда Джохар Дудаев говорил об этом, говорил, что это вы нам предлагаете войти в клетку к медведю и дать ему лапу, жить с ним в этой клетке. Все думали, что Джохар Дудаев, наверное, думали, да, для себя, наверное, находили оправдание, потому что каждый политик, каждый офицер своей страны, он преследует интересы своего народа, свои национальные интересы, своего государства. За это ему платят, за это он служит и так далее. Это нормально. Но когда он это говорил, он говорил о сегодняшнем дне. Он говорил, что это придет в каждый дом, в каждый. Тогда ему не верили. Не верили, потому что, хочет как-то защититься, преувеличивает, надо же как-то спастись. Так вот, я хочу сказать вот этим всем, что те люди в Украине, которые помогали убивать чеченцев, которые выдавали чеченцев на смерть фашистской России, СБУ Украины, точнее КГБ УССР я это называю, другие политики разные, которые были во главе Украины. Эти люди сегодня, если вы хотите их выявить, если вы хотите понять, кто они такие, я это говорю не потому, что я чеченец, как тогда говорил Джохар Дудаев, потому что его народ уничтожался. Я это говорю, чтобы вы это поняли. Тот, кто помогал убивать чеченцев, они за русских. Тот, кто нам сейчас отказывает до сих пор в праве на наше государство, на наше законное право, нет ни одного законного основания считать, что мы часть России, что мы там какое-то внутреннее дело России. Вот все эти люди до сих пор в Украине, тот же Арестович, тот же Гордон, это мелкая шушера, агентура, которая умеет хорошо болтать и ее выставляет. Там есть еще сзади люди очень серьезные, очень кровавые, очень сильно повязанные с КГБ РСФСР. Вот эти люди, если вы хотите их выявлять, вы можете очень легко задать им вопрос по Чечне, по Ичкерии, и вам все станет ясно. А теперь я вам расскажу о потерях террористов на территории Украины за прошедшие сутки. С 24 февраля 2022 года по 16 января 2023 года. За прошедшие сутки уничтожено 790 террористов. Всего их стало 116 080 единиц. 12 танков. Всего их стало за прошедшие сутки 12. Всего их стало уничтожено 3118. Боевых бронированных машин 21. 6204 всего. 5 артиллерийских систем 2099 всего. 439 ракетных РСЗО. Одна штука уничтожена. Анти-аэркрафт. Одна штука уничтожена, 220 их всего. РСЗО 438 всего. Самолетов и вертолетов не уничтожено ни одного за прошедшие сутки. По крайней мере на момент публикации. Всего уничтожено самолетов 289. Я аплодирую стоя каждому, кто уничтожал эти самолеты. 276 вертолетов. Также аплодирую и низкий вам поклон, уважаемые защитники Украины. БПЛА, тоже вертолетов, самолетов не сбито. Это говорит о том, что они их берегут и уже не полетаешь, как над Чечней и Сирией. 1872 БПЛА сбито, 0 за прошедшие сутки. 749 ракет крылатых, 0 за прошедшие сутки. 17 кораблей-катеров, 0 за прошедшие сутки. 24 автомобильной техники и цистерны уничтожено, 4870 в целом с начала широкомасштабного вторжения, 3 специальные техники, итого стало 190 техники, с чем я вас всех и поздравляю.
Слава Украине, слава ЗСУ. Друзья, я перехожу к вашим вопросам, к вашим комментариям, друзья. Так, давайте посмотрим. С самого начала вы тут много написали, друзья. Всех вновь зашедших я вновь приветствую. Доброе время, леди, всех, друзья, приветствую. Ничего страшного, Адам, в следующий раз присоединишься. Эд, салам, витаю тебя. Влад Мартин, чем быстрее Запад даст современные танки, бронетехнику, артиллерию, самолеты, дальнобойные ракеты и так далее, и в нужных количествах, тем быстрее наступит конец с победой Украины. Да, Влад Мартин, и я абсолютно, 100%, 110% уверен, что вы это получите, и все, и самолеты вам дадут, и атомное оружие вам дадут. Все, что необходимо, чтобы уничтожить вот эту террористическую банду ФСБ в своем логове, вы получите. В этом нет вообще ни капли сомнения. В ближайшее время, я уверен, сейчас они готовят наступление, мобилизация, идет активно сейчас подготовка к новому вторжению в Украину, еще более широкомасштабному. Для этого все необходимо, и Украина, и я убежден, что, скорее всего, страны НАТО тоже вступят в эту войну. А давать обязаны, говорит Влад Мартин, особенно после того, как заставили Украину отдать свое ядерное оружие под гарантией ее безопасности. Просто из человеческих соображений, просто из-за инстинкта собственного самосохранения они обязаны предоставить Украине. И предоставляется, и будет предоставляться. В этом нет ни малейшего сомнения. С первого дня войны я нисколько не сомневаюсь, что Украина победит. Потому что весь мир на стороне. И самое главное, американцы и англичане на вашей стороне. Это, я вам скажу, дорогого стоит, друзья. Террор в Чечне был попыткой имперского реванша, а террор в Украине — это агония, уже признаки империи. Да, именно так, анархист. Так. Всем ночи, слушайте и думайте. Аслан говорит и делает очень правильную работу для независимости Ичкерии. Дуже дякую, Эд. Как давно ты об этом не говорил, Хамзат? Да, Хамзат, я в последнее время, особенно с войной в Украине, я уже мало стал об этом говорить. Но видео все есть, как говорится, интернет все помнит. Мы все это оставили на память, как могли, поэтому это все есть в интернете, друзья. Можете заходить на мой канал YouTube Reality, там есть отдельный плейлист про взрывы домов. Мы там это обсуждаем с фото, с видео, с комментариями, говорим, это очень много там есть. Это все то, что нам удалось добыть. И Амзат был один из сторонников, чтобы я об этом говорил почаще. Друзья, я немного перемотаю комментарии, потому что, если что, напишите еще раз, если вам не сложно. Всех рад. Аслан, на Крим-Чей ни Донбасс не является тестом для русских. Настоящим тестом для русских является независимость ЧРИ. Абсолютно, ЧРИ, с тобой согласен. Абсолютно. Заблокировали, правильно сделали. Русский мир, говорит Крупе. Ганушкина, Шендерович, Ходорковский, Познер, Бабицкий и же с ними. И все эти так называемые русские либеральные СМИ, это все проекты ФСБ и Кремля. Это все современные ФСБшные гапоны, говорит Крупье. Трудно с тобой спорить, я тебе скажу, Крупье. Ичкерия была, есть и будет свободной и независимой, демократически развитой страной. Абсолютно, Фрея. Где бородачи? Ну ладно, Крупье, это все прочитают.
Только я не согласен, что там, что все бородачи, когда ты указываешь. Ичкерия была, есть и будет свободна, да, Алмула. Чеченцам надо ориентироваться на Запад, так как русско-арабско-турецкие сказки чеченцам не помогут. Абсолютно. Мы находимся территориально в Европе, ментально нам только, ну и выгодно, если исходить просто из тех знаний, которые есть, тех технологий, которые есть на Западе. Это то, что нам нужно. Заходить через Турцию, чтобы Турция просит помощи или вступления в ЕС, ее не принимают в силу разных обстоятельств. Заходить через Саудовскую Аравию. Зачем? Мы что, хуже кого-то, ниже кого-то? Нет, конечно. Нет, конечно. Нет. Русские о взрывах собственных домов молчат. Из танков прямой наводкой расстреливали парламент РФ. Что им дома хохлов взрывать? Да, совершенно верно. Хохлов в кавычках Черри пишет. Да, абсолютно, именно так. Конечно. Так, Амир Сен, давай повторяй свой вопрос, друзья. Давайте теперь почитаю. Аслан, вы, наверное, скучаете по своей родине? Да, Баха, я скучаю, конечно же. Как и все чеченцы, мы скучаем по своей родине. Ну вот я нашел себе занятие, чтобы не сильно скучать, а мочить и русню делать. Для многих украинцев тоже Черри тест, потому что многие украинцы до сих пор думают, что Ичкерия это часть Рашки. Причем, когда сейчас парламент признал нашу страну оккупированной, несмотря на это, я что-то не вижу, чтобы Гордон говорил теперь хотя бы, чтобы... Ну, понятно, что это за люди, понятно. Аслан, да будет свет, сказал он, да, Алмула, оно останется для нас, дай яркий свет для нас, да. Я хочу, чтобы Россия распалась и выплатили репарации пострадавшим странам от РФ, да. Я тоже этого хочу. Джохар был великий человек. Да, Петро, я горжусь, что он был нашим президентом. Добрый вечер. Добрый, Светлана. Витаю вас всех. Слава Ичкерии, слава Украине. Героям слава. Слава Ичкерии. Героям слава. Салам алейкум. Ты служил в Урюпинске? Нет, я не служил в Урюпинске. А вы, наверное, скучаете, как-то я читал. Сколько свободных народов появится после перемоги? Скорее бы. Дай Бог. Потерпи, недолго осталось. Я потерплю, ничего. Свободу Ичкерии, слава Украине. Героям слава. Слава с ником пишет. Повторяю свой вопрос. Так, давай. Ингушетия заявила о выходе из РФ. Нет, Ингушетия не заявила. Она заявила, группа ингушей заявила о том, что они будут стремиться к этому. И правильно это нужно делать. Другого варианта у Ингушетии просто нет. Ичкерия будет свободна. Узбеки воевали вместе с вами против уруса и будут еще. Узбеки, да, ты имеешь в виду? Дай Бог, дай Бог. Аслан, брат, конечно же, они специально по дому ударили. Они же ведь честно воевать не умеют. Только вот так подлости устроить могут. Из-за взрыва теперь каждый украинец боится в своем доме сидеть. Вот об этом и речь, об этом и речь, об этом и речь. Нужно испугать украинцев, нужно сломать, создать дискомфорт. Я просто это знаю, как это делается. Знаете, когда для чеченцев, для любых людей, конечно же, но я не думал никогда, что я услышу от чеченцев этого. Когда я приезжал домой и разговаривал с людьми, и я говорил, ну как же, Кадыров Ахмад, который был рядом с Асланом Масхадовым, он сейчас перешел на сторону русских, ну как вы это можете терпеть? И мне говорили чеченцы, Аслан, что угодно, главное, чтобы нас не бомбили. Вот в таком ужасе находились чеченцы. В ужасе находились. И были доведены, это, как мы знаем, маленькая территория, меньше Киевской области, вся Чечня. Чеченская республика Ичкерия. И было очень странно смотреть вот такое откровенное предательство, призыв воевать против России, призыв на джихад против России, не слушаться своих мужей и женщин выходить сражаться против русских. Это все говорил Ахмад Кадыров. Призыв убивать как можно больше русских,
Прямым текстом Ахмад Кадыров, потом сам это подтверждал, эти слова, говорил это. И потом, когда этот человек переходит на сторону, уже убито столько, предательство, ну что хуже может быть, да, для чеченца, для кавказца, для человека, для мужчины. Ну что еще хуже сделать? По твоему приказу, по твоему призыву столько молодых людей погибло, столько всего уничтожено. И ты переходишь на сторону оккупанта, врага, который все это сотворил. И все равно чеченцы говорили, да что угодно, главное, чтобы сейчас нас не бомбили. Главное, чтобы нас... Вот, потому что бомбили и женщин, и детей, и стариков. Доводили людей просто до ужаса. И все было еще вдвойне, в десятерне это тяжелее переносить, когда весь мир принимал Путина, когда его принимали в овальном кабинете Шаманова, есть фотография Шаманова в овальном кабинете в Белом доме, когда Путин был в G7, в G20, везде его принимали, а мы представлялись какими-то дикарями, какими-то людоедами, абсолютно вывернута наизнанку картина, когда была. И это очень было тяжело. Чеченский народ, которого сейчас там пытаются сказать, какие-то они там ваххабисты, какие-то радикалы, я имею в виду, что там террористы, там, что они там по-другому не понимают, я вам скажу, было очень-очень неприятно. Я навсегда, на всю свою жизнь запомнил, когда я прилетел в Ингушетию, в аэропорт Ингушетии, и на машине заезжали мы в Чеченскую республику, там стояли русские террористы, вот на границе, там Кавказ, пост Кавказ-1, он, по-моему, назывался. И там большой транспарант такой был. Терроризм, это с Дона были, донцы. Я очень надеюсь, что чеченская армия придет в Ростов. Или чеченские следователи придут в Ростов для того, чтобы найти всех этих мерзавцев и подонков. И там большой такой транспарант был такой написанный. Терроризм, чеченцы там было написано, терроризм это болезнь. И мы донцы, казаки, донцы типа они, или дон с Дона, мы вас вылечим. Я знал, что Путин взрывал с Патрушевым свои дома. Они знали, что это они взрывали. Но террористами были мы. И они пришли нас лечить они пришли. Я на всю жизнь запомнил, как это было несправедливо. Как мир молчал. Хотя были люди, были журналисты, которых убивали не чеченцы. Евреи были, американцы были, украинцы были. Анна Политковская была, всем известна. Было много неизвестных, малоизвестных людей, которые пытались доносить правду. Которых подставляли, которых вынуждали им оказывать какую-нибудь подлость, какую-то гадость им делали, чтобы это выставлять как чеченцев, чтобы это делают чеченцы. Анну Политковскую убили чеченцы, хотя у меня язык не поворачивается называть этих людей чеченцами. Хотя эти же люди убивали и чеченцев. Но нам именно давали убить именно заступников чеченцев, убить чеченцам, чтобы сказать, вот смотрите, за кого вы заступаетесь. Это очень тяжело. Но мы это все пережили, живы, помним и никогда не забудем, никогда не простим. Слава Богу, нам Господь послал интернет, что все сохраняется. Теперь нельзя будет сказать, что этого не было, что этого не произошло. Давайте забудем и будем жить мирно. Не будем мы жить мирно. Только ров с крокодилами, большая стена, пулеметчики каждые 100 метров. Вот тогда мы будем жить. И контрибуция полностью, привлечение всех к ответственности, всех террористов и подонков. Так, давайте почитаю ваши комментарии, друзья.
Вы сегодня в ударе просто, друзья. Комментарий только так. Крупе, ты вообще огонь делал. Гаси, пиши, тебя проблемятся. Аслан, хотел тебя спросить. Мне пришло письмо мобилизация Хирюк, Хайркуз, Польша, Иргда, как думаешь? Ну, сунч, о, рейс бухо, иш. Адам, ховолч от иот, ханна хововиш ватсон, вайханти хочерен. Совсем мало. Мобилизуют пока тех, кто имеет военную специальность. В Польше и в других здесь уже началась активная работа идет. Все нормально, всем достанется, не волнуйтесь. Нас ждут великие дела. Мы на пороге просто грандиознейших событий. Мы уже в них, в этих событиях. Спасибо за поддержку Украины. Всегда, пожалуйста, Анатолий. Слава Ичке, слава Украине, героям слава. Так, война маршовой, Ризова, алейкум ассалам. Пусть Аллах устроит встречу Ахмада и Рамзана как можно быстрее. А нет, одного Рамзана нам мало. Путина с Патрушевым подавай. И Бортникова, и Кочнева, и Милорис, и всех остальных. Одного Рамзана нам недостаточно, Леон. Причем мы согласны, чтобы они я хочу, чтобы они сидели, а не погибали. Счастья, здоровья тебе и твоим близким. Спасибо, Эдди, спасибо. Доброго вечера. Слава Украине, героям слава. Доброго вечера, Галина. О, брату, Ичкерия, привет. Слава Вильна Ичкерия. Александр, витаю вас, героям слава. 1% не поддержал нас, ни мира, ни соседи. Да, Мустан, это правда. И теперь мы об этом можем говорить. Вчера нас обзывавшие террористами, сегодня миру стали террористами. Представьте, как изменился мир. Сколько мы горя пережили, обзывая нас этими вещами. Люди, доведенные до отчаяния, реально шли на отчаянные шаги. На отчаяние, которые никогда бы они не пошли бы. Когда всю семью вырезают, когда всех уничтожают, насилуют, грабят, все, что только пытают, все, что только делают. И теперь весь мир знает, кто такие террористы. И мы должны теперь добить эту гадину. Мы не должны сидеть сложа руки. Мы должны все время трубить. У нас, у чеченцев, огромный опыт. Мы имеем огромные знания. Мы должны всему миру об этом говорить. Мы не должны ни на один час, ни на один день не замолкать. У нас должен быть очень мощный информационный ресурс, который мы должны доносить. Когда вот эти Фейкины разные появлялись, мы знаем, кто они такие. Этот Фейкин у Масхадова брал интервью и так далее, и так далее. Они везде, всегда кружились вокруг нас. И вот эти люди, украинцы про них не знают, а мы должны им об этом говорить. Хвостиков, Мадина, спасибо тебе большое. Дейрейс Хойлом. Хвостиков. Я чуть не забыл, из головы вылетело это мерзкое. Тягбот, Безмац, да? Так, давайте комментарии читать, друзья. А чё кафиры любят Ахмад чай? Кафиры. У вас красивый голос. Спасибо, спасибо, Леся. Хорошего вам вечера, взаимно. Желаю вам успеху в борьбе. Храни Всевышний Аллах чеченский народ. Спасибо. Дуже дякую вас. Дуже дякую. Могу сказать лично от себя. В армию били друзья. Ночь, Дагестан, Киргизы и так далее. И тогда я понял. Петро, витаю. Надеюсь, что чеченцы когда-нибудь поставят памятник Джохару Дудаеву в Грозном. Я не знаю, поставим ли памятник или нет, но город, который вы назвали Грозным, называется именно Джохаром. В 1997 году он был переименован. И я его так и называю всегда. Кто такие искренние мусульмане? Аллах велик, славу Иисусу Христу. Петро, спасибо за поддержку. Слава Украине и Чечне. Героям слава. Здрасте, Аймани Кадырова. Аймана Кадырова.
Кадыров, он яздаш, вот скажите мне, вот вы постоянно Аймани, Рамзан Кадыров, почему вы не говорите Хвостиков, почему вы не говорите Кочнев, почему вы не говорите директор ФСБ Бортников, почему вы не говорите Патрушев, почему вы не говорите Путин, а? Почему вы только один палец на руке, который душит чеченский народ, называете кадыровцев? Почему вы всех остальные пальцы, и саму руку, и хозяина этой руки забываете? А? Почему вы идете на поводу этой провокации, вот этого нарратива, который нам навязывают? Ведь не только один Кадыров, и не столько даже он. Это же фашистская Россия за всем этим стоит. Вы представьте просто, чеченцы, если бы украинцы сейчас говорили бы там про ДНР и ЛНР, про Пушилина только они говорили, или про Аксенова они говорили бы, а про Путина они не говорили бы, про жену Аксенова говорили бы, про жену Пушилина, про маму Пушилина говорили бы. Представьте просто, вы слышали когда-нибудь, как зовут маму Пушилина или маму Аксенова? А они тоже имеют свои фонды, тоже грабят этот Донецк и этот Крым. Вы когда-нибудь это слышали? Российский агент российских спецслужб Тумсо Абдурахманов, который вам навязал этот нарратив, вы этот нарратив начинаете дальше повторять. Ну зачем вы идете на этом поводу? Ну почему вы представляете миру, что у нас на самом деле идет гражданская война? Ведь когда в 96-м году, 7-м году, 6-м году, когда Яндарбиев и Ельцин встречались, именно тогда Ельцин хотел сесть во главе стола, а Завгаева и Яндарбиева посадить против друг друга, чтобы представить миру, что идет чеченская война. Ведь оппозиция еще в начале 90-х, вот перед началом войны, называли нас, вот этих людей, которые были на стороне России, оппозицией, хотя они не были никакой оппозицией, это коллаборанты, это предатели своего народа. С тех пор они хотели представить наш конфликт внутричеченской борьбой. И когда вы все время, как вас не увидишь, Кадыров, 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 вы миру показываете, украинцам показываете, что у нас враг Кадыров. Нет, Кадыров это один всего лишь палец. Да, может быть самый кровавый палец. Самый кровавый может быть палец. Но он всего лишь один и всего лишь палец. А рука и хозяин этой руки — это террористическая банда ФСБ. Это Патрушев, это Путин, это Бортников. Это в Чечне кто творит. Если вы хотите сказать, что вот в Чечне нас убивают, они там далеко. В Чечне творит Хвостиков. Игорь Хвостиков, который убивал, главарь банды УФСБ по Чеченской Республике. Сейчас Игорь Кочнев, такой же главарь банды УФСБ. Министр МВД Руслан Алханов. Руслан есть, да? Руслан Алханов. Его зам Аслан Мильварис, который убивал людей, душили людей, живых людей, душили, казнили таким образом. Ирисханов, Аслан Ирисханов. Вот эти люди, Ишбиц. Зачем вы все время Кадыров? Заходишь в ТикТок, Кадыров, Кадыров, Кадыров. Агент российских спецслужб Тумсо Абдурахманов, везде там вы рассказываете. Ну, когда вы поумнеете, елки-палки? Ну, сколько можно? Аслан, огласи весь список топлива для ада. Мы плюс. У меня нет его сейчас, мы плюс под рукой. Крупе. Россия это террористическое образование и раковая опухоль на той планете. Россия должна быть развалена. Да, Алмула. Россия тюрьма народов. Китай концлагерь народов. Тюрьма, ну, не знаю я. То же самое, я бы сказал, концлагерь, тот же Россия. Я не хочу Россию ставить, я отдаю первенство России во всем плохом, что есть в этом мире, во всем отвратительном. Россия на первом месте. Я не могу ни Китай, никого поставить выше. Я обращаюсь к тебе с просьбой, не говори про женщин, хонох чимау. Цадич. Цагасон. Мухулес. Дек дал штук. Да, на Украине говорят, Рамзан напал. Да, на Украину говорят, Рамзан напал. Ну, это вот это и повторяется, потому что все Кадыров, 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 Кадыров сидят и
льют уши. Вальдемар Штайнбрахер. Аслан Гросс aus Köln nach Hamburg. Вітаю вас, Вальдемар. Почему там все закрыто? Я не считаю, я знаю, понимаете, я знаю. Человек занимался прослушкой наших партизан, наших людей. Убивали в огромном количестве. Он работал замом прослушки. И вся его деятельность направлена, чтобы отвести удар от ФСБ и России. А сделать крайне виновным одного Кадырова. Это оппозиция Кадырову. Вот это на самом... Но притворяющихся сторонниками независимости Ичкерии. Аслан, почему европейцы не заберут активы семьи Ельцина, Меркель сейчас не крышует им? Я не знаю, идущий. Надо работать, давайте, скажите, где есть. Надо каждому заниматься. Аслан, это отвлекающий маневр. Надо на чеченских гауляйтеров внимание обратить, а не Путина и других. Да, конечно, я это знаю. Я когда это начал говорить, именно из-за этого меня начали тут хейтить, называть меня, кем только меня не называли. И все бросились. Так, будет развалено, и на вас, чеченцы, будут отчасти эта миссия. Я верю в нас и в вас. Агния может быть уверена. Мы готовы всегда. Нам немножко нужно залезать раны и помочь спасти людей, которые у нас там находятся, в заложниках. Мы готовы. Нам нужно мощный информационный ресурс нам нужно поднимать. И четкая политика должна быть, чтобы никакой агентуры, которая очень много развелось. Но ее сейчас зачищают очень активно здесь, в Европе. Очень активно зачищают. И я думаю, будет продолжаться в этом же русле работа, пока не будет зачищена полностью, как когда-то от советской вот этой агентуры. Да, запаха просто не было их, они боялись о себе заявить. Пабло, не знаю, сидит он или не сидит, Пабло здесь. Передачу ему не нужно, ему нужно, я знаю, что ему нужно, он получит, что он искал. Так, Запад может даже отключить чайник электрический, который стоит в буфете в Госдуре, а тут ракеты, которые собраны 100% из западных компонентов, не могут нейтрализовать. Не все так, как ты говоришь, и чайник это ты, конечно же, есть возможности, большие возможности, но не все так легко. Мне легче переносить противостояние Украине, каких-то Венгрии и им подобных, чем предательство людей, обладающих украинским гражданством. Не могу их называть украинцами. Да, это очень-очень неприятно, когда из тебя, из твоего народа появляется. Но так всегда было и, скорее всего, так всегда будет. В каждом народе найдутся подонки и предатели. Аслан, Тузика, наверное, понизили и отправили на Запад сексотом. Да, может быть, отправили на Запад, или же, может, его сейчас активно перевербовывают местные, да, сливает информацию. Я против фашистской России, Руслан. Кто такой Тумсо? Кто такой? Российский агент для меня не имеет значения, какой ты агент. Да? Главное, ты российский агент. Джахар Дудай был великий человек. Да, Сырой, это правда. Зря белорусам показывали, мы не такие. Да. Ассаламу алейкум, братья наши ичкери чеченцев от братьев казахов. Мы с вами. Ва алейкум ассалам, Казахстан. Аллах, Казахстан. Запад потом примет этот перевод стрелок на Рамзана и на кого угодно, но не на ВВП. Нет, ВВП уже не отвертится. Там уже слишком много сделано. Но, знаете, хотят все равно, надеялись. Они не думали, что так Запад объединится. Они не ожидали. Путин вообще лузер просто, лох.
тысячелетия. Так они лоханулись. И Патрушев лох тысячелетия. И Путин лох тысячелетия. Лоханулись они страшно. Надо было им слушать Джохара Дудаева. Джохар Дудаев говорил, не думайте, что украинцы настолько слабы, как вам может показаться. Да, если человек добрый, некоторые воспринимают это за слабость. Он говорил, что если, не дай бог, говорит, вы их разбудите, они потом придут, придут за своим. И живые будут завидовать мертвым. Потому что украинцы не умеют рассчитать силы и будут живые завидовать. Не знаю, говорил он на самом деле эти слова или нет, но это вот в интернете гуляют эти тексты. И я верю, что именно так они и просчитались. Надо слушать умных людей. Да? Надо слушать умных людей. Джохар знал, что говорит. Да? В Чечении есть контингент русских войск около 120 тысяч. Как перебороть их? Не знаю. Ну, спасибо, что пишете Чечения, Дмитрий. Для нас это важно. Я уже писал, я служил со всеми нациями, я с Украины. И знаю, что чеченцев никто никогда не победил. Петро, это исключено просто. Можно победить в сражении, можно убить, но заставить нас измениться и стать теми, кем нас предлагают, причем силой. Добром можно многого от нас добиться. Обмануть нас вот этой лестью тоже очень получается. Но силой, ну, это просто невозможно. Просто, я не знаю, откуда у нас это. У нас включается обратный эффект. У русских наоборот. Чем ты с ними добрее, тем они хуже к тебе. Не все, конечно же, речь не обо всех. Путин самый умный президент, говорит Вальдемар. Вальдемар, Путин самый лузер тысячелетия. Лох тысячелетия просто, твой Путин. Свобода Ичкерия. Доброй ночи. Добрый Анатолий. Рад вам. Рубайте говорит, что Анзора дядя тоже один ФСБ, другой ГРУ. Рубайте говорит, что Анзора дядя тоже. Ты имеешь в виду вот этого, Кусама сына? Разве Тумсон не против России? Нет, он не против России. Он чисто работает на Россию, на ФСБ работает. Он работает на то, чтобы нас здесь представлять в отвратительном виде. Да? И вся Европа его гоняет как тузик грелку по Европе, не предоставляя ему политического убежища, потому что знают, кто он такой. А что ты сбежал-то? Я не сбежал, я спокойно ушел, не попрощавшийся. Да? А сам, брат, немного подожди, все будет, вот увидишь на своем веку, мои братья, ночи. Дай Бог, я в этом нисколько не сомневаюсь. Вас очень приятно слушать. Слава чеченскому государству и народу. Спасибо, Александр. Героям слава, слава Украине. Салам алейкум, сказал Стана Аскеру, алейк салам. Как вы все боитесь Путина. Не знаю, боимся мы, но в бункере сидит он. И даже руки подать боится. А сам брат, как говорит, он жив? Не знаю, жив или нет. Да, я работал в Москве адвокатом, я работал. А если бы ты жил у нас, я бы с тобой созвонился. Да, Петро, еще приеду я, не волнуйтесь. И буду я, и в Украине буду. Мы будем друг к другу в гости ездить. Все будет отлично. Так, с каких делов, он, кстати, замначальника связи не без помощи ФСБ. Ну, желаю вам, благородный мужчина, защиты ангела. Спасибо, Агния, спасибо большое. Я вас люблю слушать, но поддержку вашу не поддерживаю в отношении Украины. Адам, о чем ты такое говоришь? Что с тобой, да? Как ты можешь меня любить слушать, если я всегда поддерживаю Украину? Наверное, ты это делаешь очень перенапрягая себя. Не обращай внимания на крепостных хохлов, мне тут казах напоминает. Договорились, казах. Дудаев, Гамсахурдия, Кикабидзе, вечная им память. Амин, амин, вечная память.
Где вы у него все бункеры видите? А где ты его не видишь, Таня? Ты о чем? Россию еще никто не побеждал и не победит. Мы чеченцы побеждали одним стрелковым оружием. Вы забыли, как вы дёру дали в 96-м году? А? Не справившись уже, просто выдохшись. О чем ты говоришь, не побеждали? Конечно, побеждали. Ну, вы мясом закидывали, да, были у вас победы. Но если сравнить с потерями, у вас всегда потери были выше. Молодец, Свобода Ичкерия. Дякую. Вы ему просто нравитесь лично, наверное. Ну, наверное, Агния. За вашу улыбку можно все отдать. Ну, спасибо вам большое. Путин сгнил изнутри. Да, он родился, наверное, гнилым изнутри. Причем тут потери? Война за земли. Я не понял. Земли больше, чем в России, по-моему, ни у кого нет этой земли. Свою бы вы делали бы. Там чуть-чуть другая ситуация. Там ситуация, история Украины нужна. Русские террористы из банды ФСБ хотят создать новое дворянство. Им очень нужно именно, чтобы Киев был подтверждением. А то, как обычно, все выглядит фейково. Без украинцев никак. Передовой, молодец. Молодец, провожи, передовой, царито. Передовой, вегам гуш, цавырсу, гагуш, ашау, щикапек, хамбешау, разкшенцем бог бельчани. Эшту мой это, да, передовой юер. Еше, Асан, когда ты начал свою деятельность, я полностью поддерживал тебя. Потом разочаровался. Теперь я снова поддерживаю тебя. А мой сын все это время смотрит тебя. Иногда бывало спорили. Я говорю, док саламашал, айканты. Передавай ночью, ой, док саламашал. Асан, может быть такое, что война в этом году не закончится. Конечно, может, Заур, конечно, может быть. Но это такой минимальный шанс, что я абсолютно убежден на 99%, что в этом году Украина освободит свою территорию. Вот, Крым, все, вся территория Украины. И потом территория, как скажем, территория безопасности Украины, демилитаризованная часть России, это произойдет в этом году, я просто убежден в этом. Украинцам еще не дали просто наступательного оружия, понимаете? Даже нету у них этого оружия. Вот, танки только начали поступать. И это еще не все. У американцев есть томагавки. У американцев не так много артиллерийских вот этих пушек, 3 семерки, там вот эти хаймарсы, там это все есть, но этого не так много. Плюс себе нужно там и так далее, и так далее. Но у американцев есть сотни тысяч томагавков, вот этих ракет, которые могут лететь тысячи километров. Их еще не поставляли. Туда можно и атомную боеголовку прикрепить. Туда что угодно можно прикрепить. Туда можно Путина сверху посадить и отправить его. Поэтому это еще не передали. А это 100% дастся. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Даже вот силы, которые прилагаются, потому что как Украина себя поведет, каждая страна думает о себе, каждая думает, что произойдет с ними завтра. Вдруг украинцы, внутри Украины произойдет переворот, вдруг украинцы там где-то там же есть мощное лобби, да, Арестовичи, все это мы видим на украинских каналах, это видят американцы, это видят американские, английские разведки, все это видят, смотрят. И думают, может разберутся украинцы, они же не могут вмешиваться и говорить, заткните этого Арестовича, заткните этого Фейкина, который уже звезда украинского ютуба стал и так далее. И все смотрят и подбираются, и надо... А есть силы, которые настоящие, честные, искренне сражающиеся. И вот этим силам нужно помочь. А как что повернется, и вот потихоньку набираются обороты, там где-то как-то все согласовывается. Вот сейчас на Гарри Табаха, например, многие там, наезжают, Гарри Табах, там это сделал, то сделал. Какого-то гибнюка, швеца, гибнюк, представьте себе, КГБшник, швец,
говорит на американского военно-офицера в отставке, и украинцы поддерживают этого гибнюка. Вы просто задумайтесь над этим. После этого как можно доверять, вот сказать, вот все, 100% можно верить им. Это гибнюк, кем бы он ни был, как бы он что бы он ни делал. Его никто не убивает, его никто не преследует. Да, он остается. Это не Литвиненко. И что делает вообще Гарри Табах? Вот, какой вред наносит, да, если посудить? Он свою страну на законных основаниях, как гражданин этой страны, как офицер этой страны, подгоняет, просто он ее вынуждает, постоянно теребит этот вопрос, чтобы дали Украине оружие. И украинская какая-то там канал тоже там с большим количеством подписчиков, все. Там чуть ли не выставили агентом российских спецслужб Табаха. Просто задумайтесь над этим. Это очень все непростые вещи, которые не так-то легко разобраться. Поэтому как только им все это предоставится, я абсолютно убежден, война и закончится, и украинцы просто не то что пойдут в наступление, они понесутся, побегут в это наступление, полетят в это на наступление. А русские драпанут до Москвы и закроются в Москве. Для этого готовится сейчас оборона Москвы. Создаются защитные сооружения, окапываются, заводы разные важные переносятся в метро, под землю в Москве. В Чечне набирают 15-16-летних детей, записывают, чтобы забирать их для обороны Москвы. Там целая работа ведется, потому что как Белград, скорее всего, русские, которые на стороне Украины, украинцы и мы, кавказцы, будем брать Москву. Как-то так, Дем, я так это вижу. Аслан, как там с протекторатом? Идет дело. Ну, я идею подал в орган. Я подал идею, и эту идею понравилось, подхватили. Она уже затухала, затухла, и никто не вспоминал. И я ее реанимировал. Сейчас они начали говорить. И мне этого достаточно. Мне не нужно мое участие в этом, мне не нужно ничего. И я выходил на людей, чтобы передать этот вопрос, поднял этот вопрос уже с новой силой. И все, люди занимаются. Я больше в этом не знаю. Но знаете, у нас есть такая особенность у некоторых, что не дай бог кто-то вперед пролезет, его имя там не будет. А сам он не светится, потому что там у него дома родственники, там они могут пострадать, он может пострадать. Поэтому вот такая вот пока ситуация. Ну, хочется самому как-то, чтобы это самое, боже, да? Полный вперед. Мне надо, чтобы в материалах судебного решения были фамилии убийц моего народа. Все, что мне надо. Валлахи, больше мне ничего не надо. А так вы все чеченцы, это ваше, правильно? Вас это всех касается, это не мое, вас всех это касается. Пожалуйста, действуйте, флаг в руки делал. В будущем будут говорить, лоханулся по шкале Путлера, да, точно. Ну, Аслан, Цундера, Эрдувай, слава Украине, да, Эдам, совершенно верно. Так, я чувствую поговорить по Беслану. Скоро выйду с тобой на связь. Ты имеешь в виду школу в Беслане? Ты про эту школу, про этот Беслан ты имеешь в виду? Давай. Так. Видел, как наш чеченец, позывной Ангел, говорил об украинских воинах. Так приятно слышать такие похвалы о наших мужчинах. Хорзум, я знаете вам, что могу сказать? Я тоже общаюсь с очень-очень серьезными товарищами.
И они мне говорят, мы, говорит, очень приятно удивлены, что ну вот настоящие они воины. Вот чтобы эти люди дали такую оценку, это нужно очень сильно просто постараться. Да, украинцы настоящие воины, я признаю, учитывая мне, я с ними не воевал, но я знаю людей, которые воевали, которые огонь, воду, Крым, Рим, все прошли, и они говорят, да, таких воинов надо поискать еще, молодцы. Слава ЗСУ. Так, этот момент. Аслан, Баркал, что ты сказал про Табаха, как эти агенты все делают, чтобы оружие с трудом приходило в Украину, поэтому эти агенты плохо говорят про Табах. Самое интересное, Табах только и говорит, дайте оружие, помогите Украине. Все. Он даже не лезет в внутреннюю кухню, он никого не хает, ничего, он практически никого не критикует. И после этого на него что-то говорить, ну я просто поражаюсь просто с этих людей. Российский КГБшный агент сидит и говорит что-то на Табаха. На американского офицера в отставке, который 30 лет прослужил. Вы можете представить, как его проверяли? Он был начальником антитеррористического центра в Турции. Он там возглавлял миссию НАТО в России. Но человек, который заслуживает огромное просто доверие вот в этой американской структуре, армейской. Представьте, там какая система там проверок, надзора. И какой-то КГБшник говорит на него, что он засланный какой-то, за то, что он требует ленд-лиза у своей страны, между прочим. И меня удивляет не то, что агентура работает. Конечно, она работает, это ее задача работать. И там дискредитировать пытаться. Меня удивляют украинцы, которые ведутся на это. Это вообще... Во что угодно можно после этого верить, да, если в это поверить. Так. Так, кстати, видели, как картошка ныла про украинских пограничники угрожают? Ага, не видел, я видел, как украинец там провел пальцем по шее. Ну все, это уже вот нападение. Картошка, точно. Генерал Картофель, да. Надо царство картошки тоже помножить на 0. Однозначно. Беларусь надо освобождать. Аслан, полный вперед, ни шагу назад. Sen hamöt nevan цемötтерг. Дела тасбелиш харцач Эдам. Аслан, давно был случай, Табаха на стрим пригласил украинский блогер, и блогеру не понравилось то, что он говорил. Его громкий тон, и там в комментариях писали, почему он себя так ведет. Кому Табаху так писали? За Табаха я могу поручиться, я верю этому человеку. Поручиться в смысле, что я верю этому человеку, что человек не враг Украины, не то, что не враг, это я бы мечтал бы, чтобы Табах так впрягался за чеченцев. Он и так впрягается за чеченцев. Я просто мечтал бы, чтобы вот он так впрягался, нам оружие, помощь у своей страны. Конечно, Табах красавчик, где он. Аслан, в Москве русский уже не оставит. Почти мэр ключи от города сам вынести без кипиша. Но там же Вова будет сидеть. Там не так все будет однозначно. Так ты скажи, кто им дает эфир? Шведу дает Гордон, ну и так далее. Да, именно так. Как вообще швец появился? Помнишь это? Помните все? Первый он появился на раскрученном Гордоне. Гордон, который просто бывший аферист. Не знаю, бывший действующий. Ну, когда-то он там какие-то пирамидки продавал, лечил рак, там все лечил этими пирамидками. Просто надо было в квартире поставить в 4 углах 4 пирамидки, и все, у вас все болезни вылечиваются. И вот в итоге его туда приглашает Гордон, Швеция. И швец рассказывает, что у Путина была кличка Окурок, и что он никто и звать его никак, и что вот он с ним вместе служил, и что учился там, и так далее, сокурсник его какой-то, и так далее. И все, и это все подхватывают, нужно просто отследить, как это происходит, как камень в воду, когда бросаете, когда круги, первый, кто подхватывает, это их.
Потом уже полезные подключаются, идиоты. Вот и дальше, дальше, дальше происходит. Вот по кругу такой. Кто такой Гордон, мы знаем. Тоже, кстати, не признает независимость Чеченской Республики, хотя очень хорошо отзывается у чеченцев, всегда там подчеркнуто. Это такая защитная у них реакция. Потому что они на работе, они к чеченцам, ну, может, и неплохо относятся. Но им нужно так сказать, что вот Чечня это часть России. Да пошли вы к черту, часть России. Все, кто считает Чечню частью России, я считаю их россиянцами. Соучастниками, пособниками, скажем так, этих русских террористов. И вот потом начал показывать. А Гордон протеже Кобзона. Да, совершенно верно. А Кобзон кто? Мы тоже знаем. И вот такая вот и вылазит. Потом у них резко начинают расти подписчики. Их каналы не запрещают на территории фашистской России. Остальных они поставят какие-то схемы, тебя гасят, запрещают, всячески мешают тебе, дискредитируют постоянно. Мы знаем, что тролли есть, вот эти постоянно фабрики, тролли у них имеются. И вот так они делают свою работу. А мы сидим и хлопаем глазами, наблюдаем. Нет, так не пойдет, так не пойдет. Нельзя так. Так, Украины было 6 тысяч танков, разбазарили. Это было целенаправленно, Хорзом? Вы думаете, что Украину, когда готовились к войне, когда Дудаев в 94-5 году говорил, что будет на непримиримых схлестнется Россия и Украина, вы думаете, тогда уже они не готовились к этому? Это вы просто не знали. А они прекрасно знали, что подлость вам готовят. И тогда и армия уничтожалась. Директор или кто там, глава СБУ сбежал в Россию. Президент когда сбежал, Янукович. Министр обороны сбежал, кто там, министр МВД тоже, по-моему, сбежал. Но все ключевые силовики были русскими агентами. Конечно, они уничтожали украинскую армию. Там армии уже и не было. Украина вообще в 2014 году, когда вот защищались, выстояла. Никакой армии, я видел эти кадры, я с первых дней слежу за этими событиями, досконально изучаю вопрос. Украинская армия, ну, фактически никаких действий не предпринимала. Воевали простые люди, вышли, кто на Майдан вышли, создавались отряды, группы, и так было. Молодой пацан, 20-летний, запомнил, вот я кадры одновременно смотрел. Пацан едет на Донбасс, помогать там, сражаться. Ему интервью дают, он, да, еду там, туда-сюда. А так называемая армия, наверное, это провокаторы были, специально сбить дух, оставшийся дух вот этой армии. Выстроились, нам уже там не платят сколько-то месяцев, там мы 2 месяца зарплату не видим, мы типа уходим там и так далее. Ему платили в мирное время, он был военным. А как только начались боевые действия, все, ему теперь не заплатили 2 месяца, и он сбежал. А 20-летний пацан, который вырос в свободной Украине, он едет сражаться. Он теряет ногу, он теряет руку, он погибает. А эти бегут. Да, было все очень печально. Так. Я удивляюсь, почему украинские власти эти не займутся. Ну, там я скажу, ну, почему разрешают, например, Арестовичу и Фейкину сидеть вот сутками просто, каждый день просто, как на работу. У них буквально за год взлетают подписчики, 2 миллиона подписчиков. А как это? Если у вас появляются подписчики, когда у вас 100 тысяч подписчиков, вам дается кнопка, YouTube присылает вам кнопку там. Серебряная или какая она там кнопка. Если миллион, там еще другая, платиновая какая-то кнопка дается. Вы видели, наверное, у некоторых блогеров сзади бывает вот это знак Ютуба. И вот они сзади ставят. Это такая гордость. Вы видели у Фейкина эту или у Арестовича? У них там за миллионы. YouTube не дает тем, у кого накручены подписчики. А YouTube все это видит. Они не дают таким. Ну, YouTube это бизнес-проект, и они не вмешиваются. Накручиваешь, накручивай, там и так далее, и так далее. Вот как-то так, Дион, как-то так. Поэтому
Они там сидят, и я думаю, ну, наверное, украинцам виднее. Вот я человек искушенный, который видел вот эти все русские провокации, испытал их на своей шкуре, можно сказать, на своем народе все это видел. Сижу, думаю, ну ладно, ну вроде бы Арестович правильные вещи говорит. Фейкин как собачонка перед ним. Да, да, спасибо, там, ля-ля, тополя. Это такой трюк такой, показать, что вот украинец, хотя он белорус, но все равно Арестович сидит там, умничает. А Фейкин такой, как собачонка, баллонка такая вокруг там. Да, 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 там Путин козел, там это, то, все, там, слава Украине, как Ельцин сказал, Господи, благослови Америку, и такой пароль, слава Украине, а все, прощаем, все, ты наш и так далее. Нет, это уже в прошлом. Они говорят все, что вам нужно. А в нужное время, в час X, они скажут, да, это наши сбили. И там еще какое-то топливо у них, поэтому такие жертвы там и так далее. Ну, бред просто, забалтывание. Это нужно зачищать, это поле. Я думаю, тоже сижу, искушенный человек. Понимаю, что это отвратительно. Я уже давно не смотрю, но вначале. Думаю, ну как украинцы это терпят? Ну почему это делается? Потом думаю, ну какие-нибудь игры спецслужб. Наверное, там, ну понятно, кто такой Фейкин. Фейкин экс-боевик военного преступника Радка Младича, который воевал в Боснии. В Боснии в это же время воевал Гиркин. Эта информация есть в интернете. Любой человек может это проверить. Сидят и рассказывают. А Гиркин это тот, который поджигал фитили войны. Гиркин это человек Патрушева. Фейкин, я тоже уверен, человек Патрушева. И Арестович, скорее всего, из этой же группы получается. Ну, я думаю, ну, какие-то игры, может быть. Но я тогда Арестовича-то я мало что знаю. Украинцам лучше известно про него. Да и лезть особо не хочется. Думаешь, ну, какие-нибудь игры спецслужб. Там есть и американцы помогают, и англичане помогают. Английская разведка самая лучшая в мире. Самая крутая в мире. И американская такая же. Ну, думаю, ну, все нормально. Потом появляется информация, что там американцы откроют какой-то штаб, там военные будет, разведка будет. Ну, думаю, ну ладно, что я-то буду делать, если там такие спецы там сидят. Сижу, иногда попадается, иногда могу что-нибудь отрывок услышать, в ТикТоке что-нибудь увидеть. Ну и сижу, и, ну, а что я могу сделать? Начну я сейчас хаять, на меня набросить. Я агента российских спецслужб Тумсо Абдурахманова, чеченца, я когда 3 года назад разоблачил и до сих пор говорю об этом, люди, чеченцы, мне не верят и меня просто не слушают и слушают это, потому что он красиво поет, он хорошо говорит. Понимаете, он то, что нравится. Чеченцам Кадыров что-то сделал, а Кадырова не любят. Предателей больше не любят даже, чем врага. Потому что с врагом можно договориться, с предателем никогда. И на этих наших чувствах враг играет, засылая нам. И чеченцы сами не могут ничего на Кадырова сказать. Зато Тумсо очень хорошо говорит, там, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И ты чеченцам объясняешь, а у тебя доказательства, а ты сам, ты завидуешь. Да бред вообще, ребята. Я не знаю, сегодня усну, проснусь я или нет, а вечером доживу я или до вечера. Какой завидую? Я что, зарабатываю деньги? Объясняешь людям, вы что говорите? Вы что, дебилы что ли? Ну просто перестают тебя слушать. Зато вырывают твои куски, что-то ты в злости скажешь, что... и там они распространяют. Продолжается. Вот то же самое происходило с Арестовичем. Вот сейчас вот один из сигналов. Сигналов много было. Много сигналов. Просто задайте вопрос всем. Искренний, независимый, свободный украинец никогда не признает Чеченскую республику Ичкерию частью России. Ему это нет необходимости в этом. Понимаете? Он не за Россию. У него это в голове не может укладываться. Он должен делать, его же территорию отжали. У него десятки тысяч людей убили. Он не может желать ничего хорошего вот этой фашистской России. И если кто-то, Гордон, Арестович, считает, что мы внутреннее дело и так далее, все, это человек, это индикатор, это тест, как правильно мне тут писали. Вот именно так это надо преподносить. И это хороший тест. И это не потому, что я чеченец, и это так есть в юридическом, правовом смысле, а потому что это украинцам так можно как тест проводить.
Фейгину миллионы подписчиков организовала российская фабрика тролля. И поэтому у него нет этой кнопки. Вот той самой кнопки. Так. Да, есть, конечно. Посмотри, у меня много-много видео разоблачения Тузика. Я это вот, агента российских спецслужб. Много-много разоблачаю. Много раз говорю. Это давным-давно я об этом говорю. Надо смотреть. Сейчас отдельно про него я тебе сейчас не скажу, потому что я много раз говорил. Я забыл эту просто агента этого, его и его брата. И давно уже не говорил о него. Вот сейчас он где-то спрятался. Видимо, немецкие спецслужбы его сейчас усиленно его разрабатывают. Да. А я к этому все с самого начала относился с огромным недоверием. А потом он начал сам себя разоблачать. Сам того не понимая. Катя, самое интересное, не только он один такой. В чеченском информационном пространстве здесь, в Европе, большинство, кто вот с ним тусуется, это такая же тема. И тоже, как тест, если они говорят только про Кадырова. Большую часть про Кадырова они говорят. Про Россию, про Путина, про Патрушева они не говорят. Они говорят Кадыров. Там кто-то звонит и там мат ему тот высказывает. Ха-ха-ха, улыбается там. Я тебе покажу. Потом с ним встречается с другим каким-то кадыровцем и разговаривает. Это все одна тема. А Тумсо занимался прослушками во время войны. Он работал замом по связи, там, в ГУП электросвязи это называлось. Он занимался прослушками. Во время геноцида чеченского народа чеченец был заместителем, то есть самым таким ответственным лицом вот в этой прослушке. Он занимался прослушкой и переводами чеченской речи на фашистскую. Вот и все, больше даже. А вся остальная деятельность, просто я как человек, который в этом уже плотно нахожусь, я это испытываю на себе все их вбросы, но они из-за своей трусости, они понимают, что они здесь вне закона, они в конфронтацию впрямую со мной не вступают. Они могут где-то там укольнуть и где-то вбросить. И вот полезные идиоты, шавки, подхватывают и начинают что-то про меня говорить. И вот вы заметите, ни Кадыров, ни Путин, никто там, ни российское телевидение, ни здесь так называемые ичкерийцы, которые я разоблачаю, никто не произносит моего имени. Никто и никогда. Но ненавидят меня лютой ненавистью. Лютой просто. Я враг номер один, не только для ФСБ, хотя это все одна кодла. Там сзади стоят одна вот эта вся система. Вот как-то так. Не был криптоман, а есть. Был, это уже как бы, такого не бывает. Такого не бывает. Почитайте Абдурахмана Авторханова. Тот, кто по их протекции прошелся, кто является их агентом, навеки становится их слугой и пленником. Из террористической банды ФСБ не выходят просто так. Или вы прячетесь, и если вы не нанесли вреда этой террористической организации, вас оставляют. Или же рано или поздно вас находят и уничтожают. Из этой организации вход-выход, вход рубль, выход через трубу крематория. Ты в Ютубе стрим еще идешь? Да, я сейчас веду в Ютубе и в ТикТок стрим. По всей Чечне идет контртеррористическая операция, а Тузик там замначальника электросвязи, а тупые чеченцы говорят, какие у вас доказательства, что Тузик агент. Чечня не Россия. Смотри, вчера мы на чеченском языке вели стрим. Заходит парень, отличный парень, болеет душой за чеченский народ. Все, вышел на связь, хватило ему смелости открыто сказать там, голосом, говорить. И он говорит, что Янгулбаевы, у нас есть такие товарищи, которых тоже сюда забросили на помощь тузикам,
который был федеральным судьей, верховным судьей Чеченской Республики. Когда нас, чеченцев, ну вообще судебная система, это всегда под контролем КГБ, НКВД было, а в Чеченской Республике там, ну, чисто бизнес, ничего личного, чисто бизнес. Бабки, короче, делаются. Больше никаких вопросов там нет. И его сыновья здесь начинают вести какую-то правозащитную деятельность, какую-то там политическую деятельность и так далее. И вот этот парень вчера, который со мной разговаривал, он мне говорит, нужно установить шариат, мы должны жить в соответствии с Кораном, там, мы должны соблюдать законы, мы мусульмане, там, и так далее, и так далее. Но при всем при этом он против России, там, он, ну, делить мне с ним нечего. Да, я тоже мусульманин, ну, у нас разногласия по поводу, как мы видим строительство нашего государства, но враг у нас один, и мы с ним оба чеченцы, и мне с ним делить нечего. И тут он говорит, вот этот адат, рус адат я его называю. Адат это наш традиция, по-чеченски для украинцев говорю. Это значит наши традиции, это наш закон, традиционное право это наше, адат это называется. И вот у него есть какая-то там группочка, которую он называет каким-то народным движением. И он говорит, что это его, там, я это называю рус-адат, русский традиционное право. Потому что он никакого отношения к чеченскому народу не имеет, кроме этнического, что он произошел от чеченцев. И я говорю, ну а как так получается? Ты за то, чтобы строгие законы шариата, все так далее, но сын Верховного судьи Чеченской Республики, ты за него сейчас заступаешься. Я просто не понимаю. Вот какая у нас каша в голове, ребят. Понимаете? Он говорит, это можно там, типа, простить. Это можно простить, короче, типа, сын за отца не отвечает. И так далее. Ну и отец, и сыновья здесь, в Европе, якобы здесь, и никто, они вроде за содеянное не раскаиваются. И искупить вину за незаконно осужденных в соответствии с оккупационным законом чеченцев никто не собирается. Тогда я не понимаю, что происходит просто. Вот такая каша у нас. И мы должны терпеливо, аккуратно всем разъяснять. Всем. И я хочу сказать вчерашнему этому парню большую благодарность за то, что он набрался храбрости, несмотря на все, что про меня говорят. Собраться, зайти и высказать свое мнение. Да, он ошибочное у него мнение. Вчера у меня было в чем-то ошибочное. Сегодня, я надеюсь, он поймет. И надеюсь, и других, кто нас послушает, поймет. Как-то так, друзья. А кто украл арбуз, ему руку отрубить. Да, Эмран, получается, тот, кто украл арбуз, ему нужно руку отрубить по шариату. А если ты работал на оккупантов и сажал своих же чеченцев, его нужно простить. Потому что он уже все, он уже как бы не у кормушки, потому что Кадыров его с этой кормушки прогнал. Так что вот так вот, друзья, у нас, украинцы, у нас внутри нашего общества такая же каша, и поэтому я хочу объяснить, что все не очень так однозначно. Вот эти Фейкины, Арестовичи, там еще куча. Есть такой Цымбалюк такой. На российском канале находился. Но не дают там такие правила. Не разрешают они. Если ты не свой, тебе там говорить. И за все это время Цымбалюк не высказывал никаких там резких отношений. Территория Украины оккупирована, захвачена. Но он, ну как бы грамотно там, как бы интеллигентно. Какая интеллигенция? Других вам там не покажут. Других настоящих патриотов Украины. Вы там их не увидите. Но вы увидите Скобееву, которая говорит про Арестовича очень часто в последнее время. Упоминает его где-то там. Арестович. Типа как бы, чтобы подумали, что они его не любят. Его с таким ударением на фамилию. Тот же Цымбалюк приехал, перебрался сейчас, правда. И сейчас с паном полковником Пьянковским очень активно общается. Ну вот такие вот. И самое главное, вот опять же, вы у всех у них найдете пренебрежительное высказывание в отношении чеченцев или же отказ нам в нашей государственности. Ну не может нормальный украинец отказывать. Не имеет он на это оснований просто. Никогда просто.
Да, был репортером, и каждый день был на российском канале. Я все прекрасно знаю и про Цымбалюка, и про всех, кто там выступал. Поверьте, я вашу войну, русско-украинскую войну, уже за год до ее начала, еще вот этих событий в Крыму, я уже говорил вашим украинцам, писал об этом в чатах, в группах, и говорил: ребят, у вас будет тоже как у нас. Поэтому я в теме, поверьте. Я не знаю всю вашу внутреннюю кухню и не пытаюсь туда влазить, потому что мне в своей вот этой кухне разобраться. Но так я владею ситуацией. Когда распространили информацию о том, что Тузик был замначальника электросвязи по Чечне Шмаков, сразу на следующий день у себя в эфире Тузик объявил Шмакова мусульманином. Вот как он разводил лохов. Да-да-да, это наш мусульманин. Ответить перед Богом. Так, Франк Гольдман. Ответим перед Богом, а они перед законом еще ответят. И перед Богом. А ты уйдешь в бан со своей этой тухлой просто пропагандой про-ФСБшной. Так, а сам уже 178 человек. Видишь, Катя, тут говорим, показываем, все правда тут дал мула. Что ты имеешь в виду, Адам? Да? На территории российской, на территории фашистской России наш канал запрещен, ютубовский канал, поэтому многие не могут попасть. А так раньше и сейчас происходит, наверное, сейчас я правда не знаю, но мне говорили люди, в чат рулетки я встречал сейчас, они говорят, они скачивают мое видео и потом отдельно смотрят, чтобы, если что попадется там, чтобы не попались все. Так, ассалам алейкум, Швейцария, ва алейкум ассалам. Военная политика очень тонкая. Так. Ну что, Шмаков, ну и что Шмаков мусульманин, Тумсик, Крашник и другие тоже мусульмане. Даже и чеченцы это не мешало и не мешает им убивать чеченцев. Ну вот таким образом они дискредитируют. Неважно, мусульманин, нет, главное вот закинуть эту информацию. И все. И главное вот отторжение у тебя есть, нет. Вот ты должен вызвать негатив у человека. Неважно каким образом. Подыскиваешь ключ, что нравится чеченцам, что нравится. Все, ты этот ключик нашел, ты раз бросил, один бросил, второй. И такая накопительный такой эффект происходит. На раз. И все, человек просто, да, хороший парень, но не хочу. Противно, неприятно, отторжение. То же самое ищут ключик украинцев, к сердцу украинцев. Подошли, покопались, что они же... Причем, как у нас чеченцы ищут этот ключик, мы же знаем наши ключики, наши слабости, наши сильные стороны. Также и среди украинцев есть предатели, которые помогают, изучают психологию, помогают. Вот, набежали сразу. Тузика затронешь, сразу набегают. Все. И начинается отвлечение темы. Вы обратили внимание, вот здесь. Тут я в Ютубе везде всех забанил. Они уже меня тут не командуют. И они, потом и мой канал в России не вещает, и поэтому им трудно попадать на мой канал. Потому что сейчас даже через VPN нельзя попасть на мой канал. Потому что Роскомнадзор запретил на территории фашистской России YouTube канал мой реалити, рекламирую, этим я горжусь. И здесь, в ТикТоке, сразу, когда ты начинаешь разоблачать агента российских спецслужб Тумсу Абдурахмана и вот эту всю кодлу, которую вокруг него ошивается, сразу же забегают и начинают говорить. Они говорят это. Почем огурцы? Что только они не начинают говорить. Вот смотрите. Султан какой-то атеист говорит, что про нас, что атеисты. Потом, какого у тебя, очки какие у тебя, спрашивают. И сейчас же спокойно дадут. Так, главное, сейчас своя рода. Очень интересно. Ой, не знал про эти сведения. Так, Бигдаг, ты, мне кажется, должен быть забанен. Ты меня извини, но мне кажется, ты профессиональный тролль.
Арестович наш тузик ФСБ. Да, Тумова, совершенно верно. Это ваш тузик. Наш Тумсо, а ваш Арестович. Да, да, да. Так, 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 так. А чего это? Ты что, не забанился, что ли? Вот, готово. Чус. Ассаламу алейкум. Надо объединяться нам всем против русского империализма. Сейд, мы об этом призываем уже 25 лет. Весь мир. Конечно, надо. Одни мы не справимся. И пока не будет суд над террористической бандой ФСБ, ни украинцы, ни чеченцы, ни все остальные, ни грузины, мы не получим ни спокойствия, ни развития, ни благоденствия, ничего, кроме терактов, войны, провокаций. Они объединены. Они объединены своим плохим, злым, черным началом. Они объединены желанием зарабатывать. Они объединены одной организацией. И вот это, как говорил Джохар Дудаев, нужно бить не по хвосту, а по голове. А голова находится в Москве, в Кремле, на Лубянке. Вот туда нужно бить. Вот что является главным врагом Украины. Вот главным врагом грузинов, чеченцев, всех нас. Причем тут ФСБ пишет. Не, ФСБ вообще ни при чем, да? Навальный тоже, кстати, с ФСБ в засос. Навальный, его очень хорошо Сотник разоблачает. Я не помню, как его фамилия. Какой-то Петров, что ли, который зам директора ФСБ, зам Бортникова. Он является непосредственно куратором. Я фамилию сейчас ошибаюсь, может. Какая-то такая распространенная русская фамилия у него. Короче говоря, ну, может, легендная такая. Вот такая вот ситуация. Конечно же, Навальный тоже симуляка. Так. Андрей Одессит, вы вообще не понимаете, что происходит. Вы скажите, а есть ли весомая фигура какая-нибудь в Крыму Аксенову, которая будет сопротивляться? Которая могла бы противопоставить Аксенову. В Крыму есть такие украинцы, крымские татары, кто бы могли бы там баллотироваться, там победить его, там, чтобы народ за ним пошел. Есть там в Крыму? Так вот, умножьте в 100 раз то, что происходит в Чечне, понимаете? В Крыму не было геноцида, который был в Чечне. Я думаю, что изначального делают Нельсона Мандела. Ну, пытаются. Пытаются. Конечно, Сейд. Независимость Ичкерии – это реальность. Сейд. Это да. Набежали гибнюки, смотрите. Ну ладно, гибнюки, я пока займусь комментариями в YouTube. И хотя уже время у нас уже 2 часа, друзья, надо заканчивать. А вы в курсе, что Адам Демирханов кумык? И все, кто у власти и на всех хороших должностях, кумыки и аварцы, но в основном кумыки. Нет, Кать, я не в курсе. Я почему-то думал, что Демирханов это чеченец. На самом деле думал, что это чеченец. И я вообще не сторонник делить людей по кумык. Если это наш гражданин, среди нас живет. Одно дело дагестанец Дагестана. Это россиянин для меня. Там есть дагестанцы, которые в душе не хотят быть под оккупацией, хотят свободный Дагестан. Вот они мои братья. А те, кто в душе уже там смирился, ну это все, это не про меня. А наши внутри, которые живут, я не хочу делить и не буду делить. Кумык, аварец. Преступник он, аварец, он кумык, он чеченец, я знаю чеченцев, которых чистокровные, как говорится.
которые являются врагами чеченского народа и государства. Поэтому, а так, если кумык или авария совершил он преступление, я знаю, что кумыки, сюлемы говорили, были чеченцы, обчеченившиеся наши граждане, которые погибли, сражаясь за нашу страну. Этих людей я знаю, слышал про таких людей. Поэтому ради, даже если всего лишь был бы он один, из-за уважения к нему я бы не стал бы этого делать. Так, конечно же, есть и такая тенденция, это такое тоже направление есть, и мы будем всех выявлять и наказывать. В Ичкерии идет террористическая операция РФ. Чеченцы ведут партизанскую войну, сопротивляются как может. А Тузик работает электросвязи замом Шмакова. Точка. Да, Амзат. И не говорим о том, что здесь они вытворяют, как они дальше работают и так далее. Это просто ужас. Они надеются, может быть, что сейчас все изменится и так далее. Валла, билла, не изменится. И вот все, кто засветился, которые они думают, они какая-то там будет власть, у него деньги, нет, их ждет суд или жизнь в России, где мы не сможем их достать. А так будем всю жизнь находить и всех преступников наказывать. Очень они ошиблись в том, что сделали. Так, и последний комментарий зачитаю. У Навального была обязанность выявлять самых активных противников Путина. Как он это делал? Объявлял митинг, выводил людей, вычислял самых активных, а потом адресно зачищали. Именно так. Именно так, Чечня, не Россия. На этом я свой стрим заканчиваю, друзья. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Адикёль, маш, оль, бюс, всего самого хорошего, друзья. До свидания. Я в среду, наверное, проведу, завтра стрима не будет, в среду проведу на чеченском языке, наверное, тоже смотрите за анонсами, и в пятницу снова на русском. А то слишком много, если меня будет, я вам надоем, да? Всего самого хорошего, спокойной ночи, друзья. Адикёль, маш, оль. До свидания. Det är massa när håller han att adikväll. Bus det eller väl.